ковали победу не только на поле боя. Труженики тыла обеспечивали фронт всем необходимым, работая в условиях постоянного риска. Некоторые занимались производством военной техники и вооружения, продовольствия и снаряжения, оказывали медицинскую помощь. Голодая и страдая от холода, они стали незаменимым звеном в общей цепи, приводившей к освобождению страны от фашизма. Сегодня сотрудники городской администрации отправились к Яхье Чемурзиеву. Указом президента Российской Федерации дедушке вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» и передали благодарственное письмо. На долю вашего поколения выпали и серьезные испытания, и поистине исторические триумфы. Вы и ваши товарищи всегда честно служили Отечеству, верили в правое дело, своими ратными подвигами и самоотверженным трудом создали великую державу. И сегодня ваш жизненный путь, любовь к родине, сопричастность к ее судьбе является достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам доброго здоровья и наилучшего. Яхье Хусейновичу 15 мая исполнится целый век. Дедушка плохо слышит и практически ничего не видит. О своей жизни тыловика мало рассказывал, делится его сын. Самое главное, он был и остается для меня достойным примером для подражания. Отличный отец был. Хотя нас было много, всю жизнь трудился не то, что для нас. Бог безым был, ехай бахарыш. Честный труженик. В рамках инициативы главы субъекта Махмуда Али Калиматова 80 добрых дел к 80-летию Победы в Карабулаке идет благоустройство парков и скверов. Одним из таких стал сквер ветеранов. Здесь полностью заменили уличное освещение, установили лавочки и урны, а также провели ремонт фонтана. Как отец, как дедушка, мне тоже приятно прийти сюда в сквер, в парк соседний с детьми и провести досуг в таких благоприятных условиях. Работы еще полностью не завершены, но идут полным ходом. В рамках данной акции у нас проводились мероприятия по благоустройству сквера ветеранов, где мы находимся, парку славы и ремонту центральных улиц города Карабулак. Также в рамках данной акции нами из муниципального архива переданы сведения в Краеведческий музей имени Тугана Мальсагова, сведения по уроженцам города Карабулак, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Там более 200 человек у нас. Все сведения переданы. Это делается для того, чтобы сохранить историческую память участников Великой Отечественной войны, выходцев из города Карабулак. Сегодняшний день стал очередным напоминанием о цене мира и о том, что будущее должно быть счастливым и свободным от ужасов войны. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Магаз 24.